Первый сборник в 2013 году издавался в самом музее. Авторы признаются, что подобной публикации, где отражены интересные факты, посвященные истории и развитию Сибая, еще не было. Тема она актуальна и вызывала интерес не только у ученых, но и у жителей города. Огромная работа была выполнена по возрождению исторических событий по хронологии. В первом сборнике все значимые даты Сибая, начиная с 1912 года. Также огромное место отведено статье об истории Сибайского рудника с 1913 по 1938 годы и непосредственно самого Горняцкого поселка вплоть до 1955, пока не был издан приказ о присвоении Сибаю статуса города. Однако первый сборник не вместил всю историю основания, поэтому через год вышло в свет еще одно издание, куда свои статьи и исследования, касающиеся истории и развития Сибая, смог включить каждый желающий. Ну а третий сборник, презентация которого состоялась сегодня в музее, вобрал в себя более обширную тематику. Сюда вошли интересные исследовательские работы местных ученых, писателей, филологов и просто тех, кому не безразличны история и традиции родного края. В нем можно найти интересные статьи про религиозные праздники, истории общества Башмет, Сибайского ЗАГСа, творчество местных поэтов. Участники презентации узнали много интересного из жизни таких известных в регионе личностей, как участника первой всесоюзной сельскохозяйственной выставки Абубакира Хусаинова и автора первого башкирского букваря «Алифба» Абдрахмана Галямова. Галямов Абдрахман Абдрахимович родился 15 октября 1926 года. Ему сегодня, как говорится, в эти дни исполнилось бы 90 лет. Это признанный ученый, учитель-методист, краевед, автор учебника «Алифба», который издавалось под его руководством и после его смерти более 40 лет. А известно, с чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Вот этим букварем «Алифба» для детей, изучающих башкирский язык, а сейчас ведь башкирский язык изучают и русские дети, именно является «Алифба», автором которого был Галямов. Отрадно, что если в прошлом году в первый сборник вошли 22 статьи авторов, во второй 23 статьи авторов, в этом году 52 статьи уже опубликованы в нашем сборнике. То есть растет и география, растет и охват. И отрадно, что молодые люди, да, молодежь, студенты наших учебных заведений тоже ведут активно научно-исследовательскую деятельность. Мы рады, что растет достойное поколение, которое знает историю, помнит историю, бережет ее и, конечно же, популяризирует. Тираж издания составляет 500 экземпляров. Это не так много для города, поэтому, кто хочет приобрести сборник, могут обратиться в Сибайский историко-краеведческий музей. Кроме того, ознакомиться с книгой можно будет в библиотеках города. Елена Афанасьева, Гурхамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.